Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Совещание Общественного совета в Госкомнате. Демонтаж торговых точек на центральном рынке Симферополя. Больше половины торговых объектов возле центрального рынка Симферополя работают с нарушениями. 20 лет Крымской лиги КВН. В Соединенных Штатах Америки сегодня проходят президентские выборы. По итогам голосования решится, кто из двух кандидатов – демократ Хиллари Клинтон либо республиканец Дональд Трамп – станет хозяином Белого дома на ближайшие 4 года. Нью-Гэмпшир проголосовал еще ночью. Сейчас открываются избирательные участки в других штатах на восточном побережье США. В частности, в Нью-Йорке голосование в этом штате будет одним из самых длительных. Участки закроются только в 21:00 по местному времени, когда в Москве уже будет 5 утра следующего дня. В ходе выборов американцам предстоит проголосовать за президента и вице-президента. Кроме того, они переизберут всех членов Палаты представителей, треть сенаторов, губернаторов в 12 штатах и мэров в 15 крупных городах. Крым наладил прямое паромное сообщение с Турцией. Об этом в своей странице в Facebook заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Паром «Варяг» совершил первый прямой рейс из Севастополя в турецкий Зонгулдак с документами, оформленными в Крыму. В свою очередь Турция приняла и обеспечила весь необходимый портовый сервис. Руслан Бальбек назвал это брешью в санкционной блокаде, подчеркнув, что до этого Турция из-за санкционного режима не принимала документацию, заполненную в Крыму. Поэтому паром из Севастополя сначала направлялся в Новороссийск для получения соответствующих документов. Кроме того, депутат отметил, что несмотря на то, что Турция официально не принимает Крым российским, турецкие госслужащие работают с крымскими компаниями. Больше половины торговых объектов возле центрального рынка Симферополя работают с нарушениями. В торговых ларьках и павильонах столицы цены на продукты завышены до 40%. Об этом и другом сегодня сообщили главе Республики Крым Сергею Аксенову на заседании Совета министров. Подробнее в следующем сюжете. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин сообщил, что стоимость продовольственных товаров в нестационарных торговых объектах Крыма завышена. Только в Симферополе зафиксировано завышение цен в ларьках и павильонах до 40%. Исходя из отчета вице-премьера, на полуострове работают 6336 нестационарных торговых объектов. Из них объектов фирменной торговли, которые, в принципе, представляют интересы прямого производителя, всего 836, то есть там 13%. Все остальные это посредники стоят. Такая же ситуация, в общем, и по районам. Вместо того, чтобы органы власти выделяли места, в данном случае, тем, кто производит эту продукцию, то есть, в данном случае, отдается это просто на откуп, непонятно кому. Насколько я понимаю, в большинстве своем, исходя из анализа, цены на все виды продовольствия выше, чем в розничных сетях. В целом на рынках полуострова наблюдается ценовая стабильность. Помимо этого, крымчане предпочитают делать покупки на ярмарках, а не в местах стихийной торговли. Также обсудили ситуацию и результаты проведенных проверок на территории, прилегающих к центральному рынку. Выяснилось, что больше половины торговых объектов работают с нарушениями. Совета министров Республики Крым совместно с администрацией города Симферополя в целях выполнения вашего поручения проведена правовая разъяснительная работа с собственниками торговых объектов о переносе принадлежащих им объектов на другие территории рынков и специально отведенных для торговой деятельности мест на территории города Симферополя, а также о демонтаже указанных объектов в добровольном порядке. По словам вице-премьера, ряд юридических лиц отказались добровольно демонтировать свои объекты. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил профильным структурам взыскать ущерб с этих предпринимателей, а также привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших выделение земельных участков под незаконную торговую деятельность. Вся работа претензионно ведется, то есть, еще раз говорю, я пообещал, что эти объекты будут снесены, так или иначе. Не будут добровольно снесены, значит, еще раз говорю, первый квартал 2017 года там будет газон. В ходе заседания заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Якуб Зейтулаев сообщил, что на полуострове из-за ремонтных работ до сих пор не запущены 2 котельные. Одна в селе Мускатное Красногвардейского района и одна в Бахчисарае. По его словам, к концу недели они будут запущены. По поводу
поводу медицинских учреждений, согласно информации, которая нам предоставляется в наш оперативно-ситуационный центр, на сегодняшний день одно медицинское учреждение в Симферополе находится без отопления из-за ремонта внутренней системы отопления. У них на октябрь месяц была запланирована ремонт системы, они 1 ноября только начали ее осуществлять. Поэтому в течение месяца, я думаю, отопления в этом учреждении не будет. Сергей Аксенов отметил, что архитекторы Крыма, не справляющиеся с возложенными на них обязанностями, уже к концу недели будут уволены. И в случае затруднения в поиске кандидатур глава республики поручил объявить конкурс на замещение вакантных должностей. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Заместитель главы администрации Симферополя, главный архитектор города Эрнст Мавлютов будет уволен по статье. Об этом сегодня журналистам заявил глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев. Напомним, на прошлой неделе глава Крыма заявил об увольнении главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова. Причина увольнения – 22-я статья Закона о муниципальной службе. Это несоблюдение ограничений и норм муниципальной службы, чтобы ни у кого не было иллюзий. Да? Вот. Принято решение об увольнении. Сейчас он не знаю где. Он говорит, что якобы на больничном. Пока не появился, мы не нарушаем ГЗОТ. Как только он появится, мы ему вручим статью и естественно, главный архитектор нужен, но не в таком формате, как это было с Мавлютовым. К сожалению, он глубокий теоретик. Кроме того, сегодня глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил министру строительства и архитектуры Крыма Сергею Кононову подготовить кадровые предложения по замене главных архитекторов муниципальных образований полуострова. В сентябре 2016 года жители сел Демьяновка, Пожарская, Водная, Лекарственная, Кольчугино узнали, что на склонах гор в 300 метрах от их домов будет размещаться 3 гравийно-галечных карьера некой московской фирмы. Уникальность данной местности в том, что на территории находятся 2 заказника – государственный природный заказник регионального значения «Плачущая скала» и государственный природный заказник регионального значения «Пожарский». Местные жители призывают сохранить окружающую природу и не допустить экологической катастрофы. Подробнее в ситуации разбиралась наш корреспондент София Шукурова. 2 месяца назад жители сел Демьяновка, Пожарская, Водная, Лекарственная и Кольчугино узнали, что вместо сосен и горных склонов из окон их домов будет виден гигантский котлован по добыче гравийно-галечной смеси. Будут уничтожены сосны 30-летнего возраста. Местные жители обеспокоены, что разработка в селах карьера приведет к экологической катастрофе. Люди, которые хотят разрабатывать этот карьер, они в такой беседе сказали, что эта лицензия им выдана на 20 лет. За 20 лет вот этот склон, который мы видим, и сосняки идут под снос. Рядом находится заказник республиканского значения «Плачущая скала». Везде по склону этой горы, вот этого склона горного массива, находятся родники. Что будет с этими родниками, которые питают эту речку Западный Булганар? Они же не будут 1-2 метра снимать, а будут снимать очень глубоко. Перережут водоносные слои. Как заказник он исчезнет. Мало того, что это такая пыль большая будет здесь, дети, школы. Это будет идти со стороны карьера на деревне пыль. А сами знаете, глиняная пыль, она села, дождик приморосил, она превращается в цемент. По словам жителей, на территории, где планируется разработка карьеры, растут краснокнижные растения. Работает предприятие «Фитосовхоз». Там работают сотни местных жителей. Сейчас это село выращивает и лекарственные травы, и выращивает достаточно широкое наименование овощей, которыми кормит не только наш населенный пункт, но и близлежащие села. Без воды, которую мы вот только сейчас посмотрели, безусловно, предприятие не сможет этого делать. Ни одно село не может жить без воды. Не работать, не трудиться, не отдыхать и не жить. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы наши республиканские власти, наши районные власти просто приехали, встали вот здесь, там, где мы сегодня стоим, посмотрели сверху и поняли, что да, быть трагедией или не быть – это в их руках. Уникальность местности еще в том, что здесь, на склоне горы, на территории 2 километров, расположены 6 скифских захоронений и старое мусульманское кладбище. Также, по словам жителей, выпускники школ на этом склоне горы встречают рассвет. Здесь более 100 лет назад было кладбище крымско-татарское. Останки по сей день находят дети, люди. Почему не должен быть здесь просто недопустимый карьер? Потому что на месте Лекарственного находится подводное озеро,
и никто не знает последствий. Если карьер будут взрывать, карьер будут, естественно, нарушать горный покров, никто даже не представляет экологической катастрофы, которая случится позже. Здесь виден Симферополь, видно море, видно наша природа красива, поэтому я думаю, что карьеры должны располагаться хотя бы километров 5 от населенных пунктов. Жители всеми силами пытаются сохранить родные просторы. Ранее здесь уже был разработан карьер. Спустя некоторое время его работы были запрещены. На месте бывшего карьера сейчас образовалась свалка. Теперь жители обеспокоены повторением ситуации. Они уже обратились с письмом к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и надеются, что будут услышаны и найдут поддержку неравнодушных крымчан. На самом деле это копеечный строительный материал, то есть он не представляет особой ценности. А то, что уничтожит, то, что это просто необратимо. Во времена блэкаута мы приходили, жители 5 сел сюда приходили за водой, потому что 3 суток после того, как выключили свет, на 3 суток было нарушено водоснабжение. Мы 3 суток ходили сюда вереницей, все с бутылочками, чтобы набрать воды. И сейчас это все стоит под угрозой. В случае разработки карьера над скалой будет нарушен водоносный слой, будет нарушена экосистема. Вода со скалы уйдет, и, соответственно, река Булганак, которая является единственной водной артерией всей долины, просто прекратит свое существование. Мы обращаемся к неравнодушным людям с просьбой помочь в нашем деле, отстоять данную территорию и не дать здесь развить карьер. Наша съемочная группа, чтобы разобраться в ситуации, обратилась к главе республики Сергею Аксенову. Так все же быть или не быть карьеру на заповедной территории? В ущерб жителям и в ущерб территориям делаться ничего не будет. Поэтому Нараев Геннадий Павлович команду получил выехать на место, поговорить с гражданами. Если это нарушает экологическую обстановку, в данном случае вредит в общем, то есть спокойствию в районе, то есть никогда такие решения приняты не будут, какие бы запасы там ни находились. Уже на этой неделе министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев встретится с жителями сел, где планируется разработка карьера. София Шукурова, Айша Шулакова, Руслан Хохлов, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Вчера в эфире нашего телеканала прошел сюжет о жизни и деятельности лидера национального движения крымских татар Юрия Османова. Материал был приурочен к годовщине смерти общественного деятеля. Сегодня в редакцию нашего телеканала обратились ветераны национального движения крымских татар с просьбой внести корректировку в информацию, которая вышла ранее. Вчера я смотрел новости на телеканале «Миллет». Юрия Усманова назвали диссидентом, но он никогда не был участником диссидентского движения. Он, наоборот, был против этого. Диссидент – это тот, кто не поддерживает политику власти, тот, кто не соглашается с властью. Но Юрий Усманов всегда жил по закону. Сегодня в Госкомнате под руководством Заура Смирнова прошло совещание Общественного совета. В повестке дня обсуждался ряд вопросов, беспокоящие не только крымских татар, но и представителей других национальностей. Подробнее расскажет наш корреспондент Абдулла Аджи Осман. Первым вопросом повестки дня заседания стала инициатива увеличения состава Общественного совета. Были выдвинуты кандидаты, и присутствующие могли сделать свой выбор. Прошу голосовать. Так, за. Против есть? Воздержавшиеся есть? Нет. Принят. Представители Общественного совета при Госкомнате Крыма обсудили план работы на первое полугодие 2017 года. Начальник финансового отдела Госкомната Наталья Григорьева рассказала о проекте бюджета Государственного комитета, предусмотренного на следующий год. На 2017 год у нас запланировано финансирование бюджетных учреждений в сумме 15 миллионов 198 тысяч, из которых 9 миллионов 100 мы планируем направить на обеспечение деятельности нашего бюджетного учреждения. Это также расходы по оплате труда, расходы, связанные с уплатой налогов, расходы, связанные непосредственно с содержанием, с обеспечением деятельности нашего бюджетного учреждения. И 6 миллионов 100 мы планируем потратить на реализацию мероприятий в рамках нашей государственной программы. На расходы по оплате труда сотрудников медиацентра имени Исмаила Гаспринского выделили более 13 миллионов рублей. Также средства будут выделены и для обеспечения телерадиокомпании «Миллет». Обсуждался и план мероприятий в Республике Крым на 2016-2018 годы. Представители всех национальных общин договорились оказывать содействие в проведении национальных праздников. Председатель региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин отмечает, что Госкомнат дает надежную опору для этнокультурного развития народов Крыма. Я уже в движении более 2 десятков лет. И за
весь прошедший период я могу сравнивать работу Государственного комитета по межнациональным отношениям. За последние 2 года он настолько активизировался, как не работал за прошлые 20 лет. Мы почувствовали реальную поддержку Государственного комитета по делам межнациональных отношений. Мы почувствовали внимание. И это нас радует, это нас обнадеживает. Сегодняшнее совещание Общественного совета подтвердило. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов отметил важность совещания и подчеркнул, что все достигнутые результаты получены путем взаимодействия. Важное сегодня прошло совещание, поскольку мы смогли именно из первоисточника получить все предложения от представителей, от руководителей национально-культурных обществ, автономий. Мы, конечно же, отчитались о тех мероприятиях, которые мы проделали в текущем году, получили определенные пожелания, говорили о проблемных вопросах и, конечно, будем вот эту работу продолжать, поскольку сегодня все те результаты, которые мы имеем в республике в части межнационального согласия, межконфессионального мира, конечно же, достигаются путем тесного взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества. Стоит отметить, что также была увеличена грантовая поддержка, которой смогут воспользоваться все национально-культурные автономии Республики Крым. Абдуллади Усман, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Итоги работы избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года обсудили сегодня в ходе совещания. В нем приняли участие все представители районных и городских избирательных комиссий, а также работники информационного управления государственной автоматизированной системы выборы. Подробнее знает наш корреспондент София Шукурова. В зале собрались все представители, заместители, секретари избирательных комиссий всех регионов республики. Стоит отметить, что как для избирателей, так и для членов избирательных комиссий выборы такого уровня состоялись впервые. Мы выполнили те задачи, которые были поставлены законом Центральной избирательной комиссии в плане и прозрачности, и открытости, и легитимности всего избирательного процесса на территории Республики Крым. У нас не было международных наблюдателей, хотя, еще раз говорю, к сожалению, поскольку считаю, что если бы они присутствовали и видели, каким образом была проведена подготовка и каким образом проводились данные выборы, я думаю, ни у кого не было бы сомнений в их легитимности и всех тех положительных моментах, которые характерны для демократичных, открытых и качественных выборов. Вот именно так были проведены эти выборы на территории Республики Крым. В процессе выборов были отмечены и нарушения. О них сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. Институт уполномоченного по правам человека на протяжении 2 лет тесно сотрудничает с избирательной комиссией. В июне 2016 года институт заключил соглашение о совместной работе. А это значит, что все обращения и жалобы граждан, которые поступали в избирательные комиссии, также рассматривались уполномоченным по правам человека. Жалоб или обращений граждан на выборы поступило всего 71 заявление. Это чрезвычайно мало, это особенности наших выборов. И вот такое малое количество обращений свидетельствует о том, что весь избирательный процесс в Крыму прошел на высоком уровне. Выборы были действительно законными, как предписывалось в законе. Людмила Лубина также сообщила и о недостатках, которые были допущены в проведении выборов. Не рассчитала избирательная комиссия, что большое желающее проявят люди, отдыхающие в тот период, 18 сентября, и не хватало на отдельных участках открепительных талонов. Не все реализовали свое право избирать, потому что у нас очень много граждан Крыма, которые являются гражданами России, но не зарегистрированы. И они разбросаны по всему Крыму, а право голосовать им представлялось только на 3 участках – в Симферополе, Ялте и Евпатории. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации впервые были проведены в нашей республике. Члены избирательных комиссий при проведении следующих выборов должны учесть все сделанные замечания и не допускать подобные ошибки в следующий раз. В завершении совещания за успешную работу в подготовке и проведении избирательных кампаний председателям избирательных комиссий были вручены благодарности. София Шукурова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Сегодняшнее утро у предпринимателей центрального рынка началось не как обычно. Вместо торговли людям пришлось демонтировать свои торговые точки из-за того, что они установлены в незаконных местах. Взамен симферопольские власти предложили владельцам этих объектов земельные участки под инвестпроекты, а кому-то места на рынке.
Обломки кафе, оторванные куски пластиковых покрытий. Проходы между рядами рынка захламлены, толпы бастующих предпринимателей. С самого утра частные предприниматели взялись за демонтаж своих МАФов. Таким образом, начальные ряды, которые привыкли видеть жители города возле центрального рынка, скоро не будет. Владельцы торговых точек взволнованы. Куда теперь вот нам идти? Куда? Объясните, пожалуйста. Вот мы спрашиваем, куда нам идти работать? 15 лет. 15-20 лет работаем. 15 лет. С 2000 года как построили. Что вот сейчас? То есть мы оплачиваем налог, мы оплачиваем пенсионный фонд, мы оплачиваем оформление документов. У нас у всех ИП открыто. ИП. Патент есть у нас. ИП открыто. Все нормально. Место дали. А сейчас этот рынок ликвидируют. Антонина Леонтьева, Гливанская, работает на центральном рынке с 1999 года. Начинала реализатором. 4 года назад открыла ИП. Женщина вложила в рыбный бутик немало денег и не согласна с решением симферопольских властей. 75 честных предпринимателей, естественно, у них не у каждого не по одной точке. Это у меня одна точка. То есть она двойная, но одна. Я работаю сама. У людей реализаторы работают. Это где-то порядка 2000 людей останутся, извините меня, без средств к существованию. Обеспокоены ситуацией и местные жители. Говорят, рынок в этом месте находится на протяжении многих лет. Покупки совершать здесь удобно. Если сейчас все поломают, это будет неудобно ездить за город. В любом случае должен остаться центральный рынок. Я сама сюда приезжаю с дочкой и с семьей приезжаем, мы с мужем приезжаем, скупляемся. У меня дочка любит здесь ходить, смотреть, фрукты выбирать. Управляющий центральным рынком Михаил Валиков уверяет, волнения людей напрасны. Центральный рынок рассчитан на 2777 рабочих мест, и проблем с трудоустройством не возникнет. Я предлагаю всем присутствующим здесь, кто занимается непосредственно торговлей, в администрацию рынка, и мы будем обеспечивать торговыми местами. У нас стоимость в зависимости от торговли колеблется от 75 рублей в день до 150 рублей. Ситуация находится на контроле и у администрации города. Глава администрации Геннадий Бахарев отмечает, что некоторые предприниматели уже пошли на контакт с администрацией крымской столицы и готовы в добровольном порядке демонтировать принадлежащие им строения. Могу сказать, что из 6 2 уже отказалось, то есть это проявление либо слабоволия, либо поддались на провокации и на смуту, которую сеют некоторые предприниматели, которые здесь не собираются ничего делать. Поэтому, скорее всего, что будем с этими людьми, которые отказались от договоренности, вести более жесткие меры. По словам Геннадия Бахарева, остальные торговые объекты, расположенные перед входом в центральный рынок, также будут демонтированы. Он также обратился к остальным владельцам объектов, размещенных с нарушением требований законодательства, с призывом пойти на компромиссное решение в виде добровольного демонтажа. Новый генплан Симферополя предусматривает перенос торговых площадей на окраины города. А территория центрального рынка станет общественной зоной. Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Симферопольского района отпраздновали свой профессиональный праздник в поселке Кольчугино. Для работников полей и ферм была организована сельскохозяйственная ярмарка, декоративно-прикладная выставка, и кульминацией мероприятия стала концертная программа, на которой награждали лучших работников сельского хозяйства. Работниками сельскохозяйственной отрасли Симферопольского района в этом году были достигнуты очень высокие результаты. По итогам года мы заняли 3-е место в целом по Республике Крым. И благодаря самоотверженному труду работников сельского хозяйства прежде всего достигается экономическая и продовольственная безопасность нашей республики и обеспечивается самая настоящая независимость и целым страны, так как силами наших тружеников на сегодняшний день производятся все необходимые продукты питания. В этот день поздравили не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари и без выходных дней и отпусков трудится на земле. Зарема Мамутова из поселка Гвардейского была награждена за добросовестный труд и высокий профессионализм, значительный вклад в процесс сельскохозяйственного производства. Я работаю плодоовощеводом с 2004 года. Свою работу я люблю. Нам поставляют овощи, фрукты и растения из разных стран. Мы их сортируем. Наш народ вообще очень трудолюбивый. Мы любим землю и мы не боимся работы. Отсутствие дорожного покрытия – острая проблема микрорайона Исмаилбея в Евпатории. После дождей улицы Хайтарма и Кизлев подтапливает водой. Передвигаться сложно даже на машине. Как местные жители решают эту проблему, смотрите в следующем сюжете.
В микрорайоне Исмаил-Бей после дождей подтапливает водой несколько улиц, находящихся в низине. Вода стоит в подвалах домов, по дорогам невозможно пройти. Диляра Абдуллаева рассказывает, в дождливую погоду по улицам не могут проехать даже машины. Проблема, потому что у нас все время вот здесь вот вода со всего поля через нас вот так как-то идет. И для этого они как-то должны на уровне этого сделать нам дорогу. Но до сих пор ничего не делается. Вот только единственное, вот это вот уже мы стали нажимать, собирались постоянно. Вот нам прорыли пока, сказали пока так будет. Жители рассказывают, что проблема существует давно. Для ее решения несколько лет назад по улице Кизлев вырыли траншеи и проложили трубы, по которым дождевая вода уходила в поле. Сейчас трубы забились и траншеи выкопаны снова. Но по словам местной жительницы Февзие Апсиевой, выкопанные траншеи проблему не решают, а наоборот обостряют. Из-за этих вырытых траншей тяжело детям пойти в школу, проехать машинам невозможно. Дойти до остановки – это одна проблема. Заместитель главы администрации Евпатории Эльмар Мамбетов отметил, что на данном участке вырыты траншеи и полностью почищены трубы. Причем траншеи вырыты по просьбе самих местных жителей. На сегодняшний день водоотвод установлен, но он пока вот в таком виде, который есть. Мы не можем сегодня закладывать средства для того, чтобы оборудовать там, допустим, ливневую канализацию или установить туда лотки. По одной простой причине, что эта дорога у нас сегодня закадастрирована. Мы на следующий год начинаем строить дорогу по этой улице. Как рассказал Эльмар Мамбетов, проектирование будущих дорог уже сделано и найден подрядчик. А на следующий год начнется строительство новых дорог в микрорайоне. Султания Ситакаева, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. Сегодня любители веселой игры отмечают тройной праздник – Международный день КВН, его 55-летие и 20 лет Крымской лиги. Идея праздника была предложена президентом Международного клуба КВН Александром Мостяковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. Накануне в Крымском музыкальном театре состоялась полуфинальная игра 20-го чемпионата Крымской лиги КВН. Репортаж Диляры Шавкетовой. На фоне театральных кулис перед строгими и внимательными взглядами редакторов каждая из команд показывала приветствие и музыкальное домашнее задание. Редакторы выстроили общее приветствие, исправили некоторые мелочи, внесли правки в различные номера миниатюры. Еще до начала игры одни репетировали на основной сцене, другие за кулисами. Задача редактора – отслеживать, что ребята пишут, как они готовятся. Команда КВН – это собравшиеся удачно в одном месте в одно время ребята, которым это нравится. У меня один знакомый однажды сказал: в КВН вход открыт для всех, а вот выхода нашли немногие. Вот как-то я еще не могу этот выход найти, я не знаю, почему я тут застрял. Но нравится, наверное, потому что такое стало уже частью жизни. По словам редактора, опыт КВН – большая школа жизни, выпускающая творческих людей. Многие игроки становятся знаменитыми актерами, режиссерами, шоуменами, телеведущими, продюсерами, авторами. В процессе репетиции ребята создавали настроение и дарили друг другу улыбки. У нас шутки как наши дети, мы не можем выбрать какую-то лучшую. Для нас они все любимые, всем нам дороги. Мы начинаем КВН. Традиционно с этих слов началась игра региональной лиги, которая приняла эстафету юбилейного флага. Сегодня мы вместе отмечаем 55-летие нашей любимой игры. За выход в финал боролись сборные республики. Здесь собрались 6 команд, которые шутили для зрителя и дарили творчество от души. Итак, давайте представим деревня, в которой живет только один богач. А ну, богач, отдай деньги! На, бедняк, держи деньги! А ну, богач, отдай деньги! На, бедняк, держи деньги! А ну, богач, отдай деньги! Эй, Робин Гуд, а деньги? Закрой свой бедный рот! Команды пришли поддержать друзья и знакомые, а также и те, кто ждет от игры определенных эмоций. Конечно, самые лучшие, светлые, яркие, веселые. На всю неделю, тяжелый понедельник и на всю неделю поднятие настроения. Пускай наши студенты поиграют в жизнь среди артистов, посмотрят, как разрешаются конфликты, как можно ценить прекрасное, как можно наслаждаться жизнью. И только тогда уже стараются что-то
умное, то, что увидели, узнали, перенести на жизнь. Мы болеем за команду «Рабочий класс», потому что, по нашему мнению, она самая лучшая из всех. Мы хотим пойти по их стопам, тоже стать такой же замечательной командой, сплоченной, дружной. Я болею за команду «Артека», выступают мои знакомые, мои учителя, и мы пришли поддержать их. Юмор в зале оценивали по достоинству. Игра всегда собирает большую аудиторию. Вот и завершилась 1/2 региональной лиги. В лидеры вырвалась команда «Трио». На втором месте уж замуж не втерпешь. Именно они прошли финал 20-го чемпионата Крымской лиги и сразятся за звание чемпиона юбилейного сезона и путевку в Сочи на фестиваль команд КВН «Кивин-2017». Третье место заняли сразу две команды – сборная Крыма и сборная Артека. Диляра Шевкетова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». А это все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Оставайтесь с телеканалом «Миллет». До новых встреч в эфире.